Так, друзья, я хотел вас лично встретить, поприветствовать, пожелать вам успешной, эффективной работы на территории нашего района. Есть программы, по этой программе вы отработаете. Я вас приветствую на территории Волжского района, в селе Никольское. И желаю вам плодотворного дня на территории нашего района. Спасибо большое. Всего хорошего. Если встретим. Встречаем, величаем, гости дорогие, рады вас приветить на земле Никольской, хлебом, солью вас встречаем, песни величаем, гости приглашаем. Добро пожаловать к нам. Пробуйте нашего хлебушка никольского. И проходим в клуб. Мы рады приветствовать вас на нашей прекрасной, замечательной Никольской земле. Давайте представимся, познакомимся, откуда вы приехали. Все из Казани, да? А вас встречает часть ансамбля «Каравон». До 30-х годов XVI века вот на этом месте села Никольское стояла татарская церковь Караева. Но при появлении здесь моровой язвы стал погибать скот, и поэтому жителям пришлось сжечь деревню и покинуть свои насиженные места. И только со второй половины XVII века здесь поселяются русские переселенцы из Центральной России. При постройке очередной деревянной церкви здесь образовался свой приход. Но название все равно осталось Караево. Оно только уже со временем, когда построили каменную церковь, в честь Николая Чудотворца название села наше стало Никольское. Играли каравон в большом количестве. Приезжали родня, друзья, близкие, пели, гуляли, играли каравон. И только в 1955 году в борьбе с религией каравон был запрещен. И вот уже в 1988 году вот они, наши бабулечки-красотулечки, они были еще молодыми, они собрались вот в этом клубе, вспоминали старинные песни, свадебные обряды, и вот получился свой небольшой такой ансамбль, который сначала назвали «Волжанкой», а потом переименовали в «Каравон». Сейчас мы для вас споем одну из песен «На горе Токолина». На горе Токолина, под горою да малина, 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 малина. Красавица Маша да малина, там девчонка да гуляла, там девчонка да гуляла, 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 гуляла. Красавица Маша да гуляла,
состоит почти из 50 человек. В него входит вот основной состав нашей бабушки, молодежный, средний, студенты и учащиеся. Самой маленькой нашей участнице ансамбля «Каравон» 8 лет, а самой старшей 90. Это наша балалайшница, но ее сегодня нет, Гаранина Елизавета Павловна. Но она еще приходит, такая живая у нас, играет на балалайке, и мы все танцуем. Ну, в основном у нас песни старинные песни нашего села Никольского в нашем репертуаре. В основном свадебные песни, потому что свадьбы у нас проходили здесь вплоть до 70-х годов по всем правилам. У нас девушки выходили замуж вот в таком красном сарафане. Это только потом белое платье и фата вытеснили его. Ну, сейчас мы вам еще одну шуточную песню споем. Ох, и я не чаяла сегодня угореть. А знаете, я предлагаю всем встать и танцевать вместе с нами. Это же такие веселые, шуточные. Будем танцевать? Давайте. Ох, я не чаяла сегодня угореть, пришел вечер, голова стала болеть. Пришел вечер, голова стала болеть. Я не знаю, чем головушку лечить. Я не знаю, чем головушку лечить. Начала снежком мочить. Ой, начала снежком мочить. Зашумели все угары в голове. Зашумели все угары в голове. Заблечили чайные чашки на столе. Заблечили чайные чашки на столе. Чайные чашки наливаются. Чайные чашки наливаются. Две барышни забавляются. Две барышни забавляются. Две старушки Богу молятся. Две старушки Богу молятся. Дай Боже нам невесту хорошую. Дай Боже нам невесту хорошую. За ручку красную девицу душу. Молодцы. Спасибо. Сейчас о свадебном наряде и свадебном обряде вам расскажет Татьяна Егорьевна. Вот раньше на свадьбу, значит, одевали вот только сарафаны. Сарафаны были штофанные, атласные, шелковые, в 3 полотна. Одно полотно впереди, два сзади, чтобы было много, широко, широкий. Вот на дорогой сарафан можно было в то время корову купить. Очень дорогие сарафаны вот, из дорогого материала. Вот. Они оторачивались, значит, оборкой и бахромой. Бахрома была золотой нитью богатых, серебряной нитью. И просто, ну, если бедные уж, просто вот запон, кисемочки, запон. Запон тоже. Если праздничный очень наряд, не обязательно было запон одевать. Запон тоже так же. И с бахромой, и с отделками тоже украшали. Вот. Вот это называется у нас не блузка, не как рукава. Сама основа из простого материала, а рукава вот именно из красивого материала, такого, ну, красивый. Здесь сережки пришивали, чтобы тоже очень красиво было. Иногда сами вязали, пришивали, чтобы очень много было, красиво. Вот. Это у нас, значит, называться не, как сказать, не воротник никак, это у нас хомут. Женщины же и пахали, и все, вот хомут. Он тоже из нескольких ярусов. Это все шьется тоже сами, все шьем. Вот.
Это у нас называется барок, украшение такое. Барок? Тоже барок. Барок. Несколько ярусов. Это тоже все, это все делала невеста, все вручную к свадьбе готовила, все сама. Чтобы замуж вот выйти, все сама все готовила. А там бисер, да? Это бисер сейчас? Сейчас бисер, а раньше из речного жемчуга делали вот эти баркисы. Все пришивается, все к горлышку. Вот. Если уж бедные такие, могли просто вот из всяких красивых эти пуговицы пришивали, вот, ну, украшали как кто мог. Вот на голове у нас это не платок, это фатка. Сейчас фата, а Вот, раньше а это фата. фатка. Вот этот платок фатка. Тут, значит, у нас идет кисейка тоже с этой, ну как, беленький, что это то, что белый с красным сочетается очень красиво, чтобы не съезжало, атласный же, эта фатка у нас. А здесь у нас идет обруч, то, что обрученные уже, замужем. Вот, а девушки у нас, Настя, можно? Это вот девушки у нас, у нее коса, в косе бант, на голове тоже лента и тоже под ней бант, под косой, тоже бант. Это девушка. Первый день вот девушка вот так вот за стол садилась, гуляли у невесты первый день, невесту вот так одевали, и она оставалась дома ночевать, домой ее не отпускали к жениху, она оставалась дома у мамы. Приезжали на второй день, уже приходили крестные невесты, крестные жениха, расплетали дружка обязательно, расплетали косу невесте на 2 половины и вот складывали вокруг головы то, что она обрученная. Вот, и одевали вот уже платок. И на второй день она уже оставалась у жениха. Вот. Наряжали репей, это обязательный атрибут. То, что девушку выдавали, вот это уже на второй день. Объясните, что такое репей. Да. Репей, что такое? Лопух есть? Репей, лапух растет, вот это уже стержень вот такой. Вот его украшали лентами, всякими тряпочками цветными, вот, чтобы он красивый был такой. Я вот потом посмотрим. в 84 году замуж выходила, но я выходила с репьем с этим. Но это 3 дня, даже 4. Первый день у невеста дома оставалась, второй день у жениха, третий день перегулки, там всякие, ну, ряженые ходили, наряжались. 4-й день почески, это уже подъедали все там. Самая близкая родня, мама с папой там с той стороны и с другой, крестные, все подъедали уж. Вот. Так вот мы и живем. А вот когда расплетали косу девушке, она должна была плакать. Говорили, не наплачешься за столом, наплачешься потом за столбом. И поэтому есть такая определенная песня, вот сейчас мы вам ее споем. «На горе-горе». Вот когда косы ей одну косу на 2 заплетали, вот все пели такую девушке песню, она должна была реветь. А потом ревели невесты. Ведь не за любимых выдавали раньше-то. Поэтому еще... На горе, горе, да, на горе, горе, да, на прекрасной красоте, на прекрасной красоте. Стоял городок, Стоял
У нас караван был местный. Его вот бабушки собирались вот тут в центре, вот у нас возле клуба, для своего населения. Все приходили, все знали, что 22 мая на Николу Вешнего играем караван. Затем он стал у нас районным. Стали приезжать из других районов. Потом, а сейчас он у нас Всероссийский фестиваль русского фольклора. Представляете, вот, например, у нас население 800 человек, это я уже говорила, 20 тысяч. Прошу прощения, немножко добавлю. Праздник проходил с середины 16 века до 1955 года. Праздник потом запретили, считав религиозным. Но хочу сказать один факт. В 1926 году, 19 декабря, Николин день же, это престольный праздник же Николы тоже, проходил перепись населения здесь, ну, как можно сказать, Советский Союз же тогда, да, и здесь это они сорвали перепись. Не нашли ни переписчиков, не нашли ни людей переписывать. Они все отвечали Николин день. Вот это журналисты, я уже вам говорю, это в 26 году там газета, вот, то, что это за что их, это очень сильно, это, ну, глупили, то, что вот это, они такие люди. Видите, антирелигиозная пропаганда же еще идет, да? А потом, в 1988 году, во главе Зефрида Сигатовна Осипринон, Трусова Сергея Алексеевича и Трусова Светлана Алексеевна, они за стулья сидели, и вот за столом сидели, пили чай, и вот бабушки говорили. И это было всего 3 коллектива. И уже следующий год приезжали из Заинска, вот так. А потом, в 1992 году, праздник стал уже республиканским. Мы внесли в это же перечень праздников, уже именно государственных праздников. И вот в этом году мы отмечали свой юбилейный 25-летие праздника. Вот в этом году у нас был юбилейный праздник. Мы поэтому гордимся. Вот это вы сейчас сидите, да? Я вот открываю их каждый раз. Каждую среду я сюда везу туристов, да? Я каждый раз у них открываю новое. Это каждую неделю ехать и открывать новое, значит, они сохранили аутентичность и могут удивить людей. Ирина, праздник у нас имеет более 300-летнюю историю. На День Николая Чудотворца после всех посевных работ все собирались в центре села играть каравон. Каравон – это хоровод с определенными песнями. Каждый каравон имел своих 3 основные песни. У нас это «Как по морю синему», «Придал удалочки», «Как по речке реченьки». У нас именно вот они все заунылые, протяжные. И во время каравона вот парни выбирали себе невест, потому что девушки становились в хоровод. Они не просто держались, например, за руки, да? Они держались вот за мизинчики, вот так вставали. Вставали плотным кружочком и шли определенным шагом, называется утином. И поэтому, ну, прежде чем им запеть, например, песню, им нужно было расходиться до такой степени, чтобы шаг у них был, вот сейчас мы вам будем показывать, у всех одинаковым. Мы предлагаем вам встать тоже в наш караван. Да. Давайте, мы вас поучим, потом на следующий год приедете. И начинаете делать эти же шаги. Вот встаньте. И ближе, ближе, локоть, Все, близко совсем не вставайте, а то шаг. Так, посмотрите, мы делаем правой ногой вперед, маленький шажок, раз, встаем на правую ногу, левую подставляем, правую назад, а левую влево в сторону. Чуть-чуть только. Все, 4 шага. Еще раз. Правая, левую подставляем, правую назад, левую в сторону. По салону идем право, левую подставляем, правую назад, левую в сторону. Молодцы. 1, 2, 3. Левую в сторону. Правая, левая, правая. Левую сторону. Вот так ходили, долго рассказывались, пока шаг не получится у всех одинаково. Потому что под шаг мы сейчас будем идти, а мы будем петь песню.
Песни очень длинные, каждой песни по 10-12 минут. Вот пели 3 песни, по 3 раза, 3 дня подряд был караван. Да. За руку возьмитесь. Давайте еще раз разойдемся хорошо. Видите, у нас круг то сжимается, то расширяется, как биение сердца. А в середине, видите, мы держим, как будто свою ауру создаем положительную. Молодцы. Как и по морю, ты морю синему, как и по морю, ты морю синему. Поаплодировали. Представляете, это только часть песни. Она, я говорю, минут 10-12. И вот пели 3 песни вот этих по 3 раза 3 дня подряд. А еще было такое поверье, что пока девушка не потопчет мирскую травку, то, что в хоровод не поводит, то сватов к ней засылать было нельзя. А девушки вставали в хоровод с 14 лет. Ну вот пока мы с вами стоим, я предлагаю поиграть в фольклорную игру «Я на бочке сижу». Это целовальная молодежная игра. Можно было целоваться при взрослых, и ничего за это не было, потому что так учили, чем там где-то за подворотне, вот здесь вместе. Вот девчоночки пока присядут у нас 3. Возьмемся, давайте за ручки. Там такие есть слова. Нужно в одном месте будет плакать. Чем они громче плачут, потом, когда они закончат плакать, мы песню пропоем, должны мальчишки были, ну раз у нас мало мальчишек, ладно, подойти, обнять, поцеловать щечку, их выручить и сесть на их место. Поняли, да? Ну, для молодежи. Ну, это да. Ладно, нет, мы тоже играем. Нет уж, Все играем, мало. пошлите. Я на бочке сижу, слезы капают, денег нету ни гроша, кушать хочется. Я сижу, рыдаю под ракитовым кустом. Если кто меня полюбит, то ты выручит меня. Давайте выручать, смотрите, как плачут. Давайте. Вон как они плачут. Ну-ка еще одну кто-нибудь. Вон как она заливает слезом. Это вот молодец. Так, а сюда. Кто-то. Пошли. Я на бочке сижу, слезы капают, денег нету ни гроша, кушать хочется. Я сижу, рыдаю под ракитовым кустом. Если кто меня полюбит, то ты выручит меня.
Выручайте, товарищи, выручайте. Но вам отец прям плакал. Вот, молодец, вот. А ну, правда, значит, Егор плохо плакал, раз ребята не выручают. Пошлите. Нет, На бочке сижу, слезы капают, денег нету ни гроша, кушать хочется. Я сижу, рыдаю ракитовым кустом. Если кто меня полюбит, то ты выручит меня. Ну, парни, давайте выручите девчонок. Вот. Алён, дай парни выручат маленько, посидят с ними. Давай. Вот как она плачет. Вот. Давайте еще разок. Я на бочке сижу, слезы капают, денег нету ни гроша, кушать хочется. Я сижу, рыдаю под ракитовым кустом. Если кто меня полюбит, то ты выручит меня. Давайте Все вместе ну-ка, выручаем. Все вместе выручим. Все О, вместе молодцы. выручаем. Молодцы. Шуточную свадебную песню исполним. Я предлагаю не садиться. Она очень веселая. Давайте потанцуем маленько. Давайте. Сейчас поедете на автобусе, еще насидитесь за столами. Ну, а сейчас мы вам на балалайчике сыграем, да? Сейчас вам как бабульки покажут. Кто хочет, желающий тоже может спеть свои частушки. Ага. Давайте. Да, маленькая. Я не пела
знаете? Я думаю, что кто Одну. У белого моего шляпа из велюра, а под шляпой ничего, только шевелюра. Ну, сейчас мы вам исполним еще одну песню на слова нашего земляка Гавриила Романовича Державина «Пчелочка золотая». Слышали, может быть, да? Конечно. Но она, конечно, много-много раз переделана. Но вот в каком виде она до нас дошла, мы вам сейчас исполним. А еще мы ее взяли в репертуар себе потому, что он родился и рос именно в то время, когда девушки вот носили такие сарафаны. И тут недалеко, вам потом расскажут, похоронили его родители в селе Егорьево. А я предлагаю всем последний раз танцевать полное. Тоже красивые вон фотографии. Давайте все сюда встанем, мешаемся между красными сторонами.